ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 15:00. Вас задержал патруль после самоволки. Теперь всего два варианта: военный трибунал или отправка на передовую. Долгая поездка в грузовике, и вы на месте. Ленинградский фронт. Город в осаде. Атмосферная легенда дает старт квесту, приуроченному к окончанию блокады Ленинграда. Его участники – школьники от 14 лет, всего больше 60 человек. Организаторы – общественное движение «Волонтеры Победы» и отдел молодежи городадминистрации. Задачи гораздо масштабнее, чем просто развлечения. Снятие блокады Ленинграда является одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. И данный квест даст знания, определенный подход для изучения фактов о этом великом событии, то, что происходило, потом также вовлечение ребят как в волонтерскую деятельность, даст приобщение их к победе, нашей великой победе нашего народа. Для полноты погружения даже задания участникам выдают азбукой Морзе, гасят свет, и маленький огонек фонарика отбивает точки тире боевой задачи. Станций 9. Они разбросаны по старой части Ухты. Задания подобраны в тему атмосфере. Например, найти 4 общие черты у 5 военнослужащих тех лет. Или еще интересней, на глазок определить, сколько граммов в разных кусках хлеба и кому какой паек был положен в осажденном городе. Можно подумать, что задача для заядлых эрудитов, но перед квестом все школьники активно освежали свои знания. Мы просмотрели документальные фильмы, и не одни. Также мы через интернет пытались знания получить. Было не очень сложно, было просто неудобно смотреть это все, потому что это морально очень тяжело смотреть документальные фильмы на такие темы. Квест столь крупного масштаба и на такую тематику в Ухте делают, в общем-то, впервые. Однако на этот год планируется провести еще два. В фокусе знаковые события – Сталинградская битва и Курская дуга. Ну а сейчас командам дается от 5 до 10 минут на станцию. Чем быстрее, тем лучше. Свой ответ нужно отправить координатору. Если ошиблись, он скажет правильный вариант, но время за выполнение при этом максимальное. Это кажется не спортивным, но победа тут не главное. Организаторы подчеркивают, молодежь узнает о человеческом подвиге. Когда своими глазами видишь краюху хлеба, которая раньше была всей едой на сутки, гораздо лучше понимаешь, насколько это на самом деле много.